Коротко хотелось бы обсудить и другую тему, она гораздо ближе к нам, буквально через реку Ингур. Там в Грузии очень возмущены последним докладом Еврокомиссии, который говорит о том, что, что Грузия только очень формально может претендовать на членство в Евросоюзе. Конечно, их это возмущает, там выступают все чиновники, глава парламента выступил. Как вам кажется, это был довольно предсказуемый момент, и вообще, что там происходит с отношением с Евросоюзом? Чиновникам не нравится политика Грузии по отношению и к Украине, вообще к Европе. Много претензий, которые предъявляют нынешние власти. Они говорят, что чиновники говорят, из представителей Европейской комиссии, и вот как раз в этом докладе подчеркнуто, что вот Грузия отказывается от демократии, что там идет давление на оппозицию и так далее, и так далее. И потому, понимаете, это не говорит о том, что вот какие-то направление внешней политики вообще Грузии поменялось по отношению к западным странам и структурам тоже, например, по отношению к НАТО и по отношению к Европейскому Союзу. Но серьезные противоречия имеют место. Я еще раз хочу подчеркнуть, что европейские чиновники недовольны политикой России. Особенно это вот политика Грузии по отношению к специальной военной операции. Вот они рассчитывали на какие-то акции, может быть, помните, говорили о втором фронте и так далее, и так далее. Это всего не случилось. И подчеркну, Грузия поддерживает, во всяком случае, экономические отношения с Российской Федерацией. Но я не верю, что вот радикально, фундаментально какие-то изменения в внешней политике произойдет в Грузии вот по отношению к западным структурам и по отношению к Европейскому Союзу, потому что руководство, даже сам премьер-министр говорит, что мы привержены ценностям западным, мы хотим нормальные отношения установить, но они говорят в то же время, что мы не хотим, чтобы бесцеремонно в наши внутренние дела вмешивались и Европейский Союз, и вообще западные страны. Вот такие противоречия до сих пор сохраняются. Я не думаю, что, понимаете, это вот в ближайшее время, во всяком случае в этом году, или, не знаю, вот какой-то вот перелом в этом отношении произойдет. Вообще, когда говорят о вступлении бывших, кроме прибалтийских стран, в какие-то европейские структуры, это под большим вопросом. Потому что практика показывает, я даже приведу пример Турции, уже десятки лет стучится в Европейский Союз, их не принимают. Хотя, между прочим, Турция является членом НАТО. Это говорит о том, что все-таки эта политика будет продолжена, какие-то изменения вряд ли в этом отношении произойдут. Большое спасибо, что пришли и ответили на наш вопрос. Благодарю вас.